А теперь к традиционным для нашей программы темам. Сегодня на всем протяжении фронта зоны СВО от Херсонской до Луганской области несут службу 9 боевых формирований из Татарстана. Они принимали участие в боях под Артемовском, в освобождении Авдеевки и активно действуют на других значимых участках фронта. По словам командиров, с начала боевых действий бойцы сформировались как опытные воины, которые могут выполнять любые задачи. Наверное, поэтому оттуда, из-за ленточки, поступает все больше позитивных новостей об успешных наступательных действиях. Каждый отвоеванный метр земли – это уже родина, за которую мы ответственны. Это девиз наших парней, которые своей работой приближают долгожданную победу. Руководство республики ценит заслугу каждого бойца. По указу Раиса особо отличившиеся бойцы награждаются медалями ордена за заслугу перед Республикой Татарстан, а также благодарственными письмами. В очередной раз, уже традиционно, делегация от имени Раиса вручала эти государственные награды непосредственно на передовой. Делегацию сопровождала и наша съемочная группа в составе корреспондента Ленара Валиулова и оператора Андрея Ключникова. Прибыли мы тоже с группой операторов, тоже и журналистов, для того, чтобы выполнить поручение Раиса Республики Татарстан, премьер-министра Республики Татарстан и, соответственно, всех жителей Республики Татарстан. Угледарское направление, боевой полк, сформированный в Татарстане, находящийся на острие фронта. На очередной уже ставшей традиционно импровизированной в полевых условиях церемонии особо отличившихся бойцов награждают от имени Раиса с заслуженными медалями ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Среди них начальник медицинской службы полка с позывным «Луна». Товарищ генерал, старший лейтенант медицинской службы для награждения прибыл. За плечами Луны 1,5 года службы на передовой. Около 600 вытащенных с поля боя раненых. В гражданской жизни медик скорой помощи в городе Альметьевске, по мобилизации попавший на передовую в медицинский пункт полка, сейчас выполняет, пожалуй, самую опасную работу в своей жизни. Вместе с санитарами группы эвакуации спасает жизни боевых братьев в боевых условиях. 300-й раненый, грубо говоря, лежит на поле боя. Ползком лезут туда, где минометный обстрел, танковый обстрел, пулеметный обстрел. Оттуда себя, считай, тащат, и еще плюс раненого в этих тяжелых условиях. Бывает, за одним человеком пошли, там, грубо говоря, 2. Вот они по полдня могут одного человека только таскать. Там, грубо говоря, расстояние даже километр. Вот этот километр, чтобы преодолеть, полдня может пройти. Тяжело раненых после эвакуации и оказания первичной медицинской помощи на месте отправляют на Большую Землю в Россию. Легкораненые и больные военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в тылу передовой. Для этого, насколько это вообще возможно, медики постарались создать все необходимые условия. В этом помещении мы организовали госпиталь для наших раненых бойцов. Они тут по палатам лежат. Тут у нас процедурный кабинет. Вот тут уголок досуга. А можно посмотреть? Да, можно. Ребята тут книжки берут, читают, кому что интересно. Тут у нас процедурный кабинет, где процедуры проводятся для раненых бойцов и для наших больных пациентов. Давайте. Тут у нас процедурный кабинет. Тут ребята проводят первичный медицинский осмотр, заполняют амбулаторные книжки, лечение назначают. Тут проводятся процедуры. У кого осколки есть, осколки удаляются. Кому системы назначены, системы делаем. Уколы внутривенные, внутримышечные. Тут у нас медикаменты. Слава богу, Республика Татарстан предоставляет нам медикаменты, вот эти все районы с Республики Татарстан. Огромное вам спасибо за предоставленную помощь гуманитарную. Открыли столовую, горячее питание у них, перевязки 2 раза в сутки, с утра вечером, чтобы не было заражения, антибиотики. Ну и благодаря нашей гуманитарке из Республики Татарстан все необходимое для них предоставляется. Одежда, продукция. Пацаны не жалуются.
Фельдшер медпункта, позывной «Рыжий», с образованием в медицинском колледже. Был мобилизован. Понял, что полезнее будет в роли медика. Попал в медпункт полка. Устал. Позади бессонное дежурство, впереди снова выход на передовую. Но жизнь братьев прежде всего. Работаем. Бывает тяжело, конечно. Особенно, когда парней вытаскивают и не очень легких. Стараемся откачать, стабилизировать. Все, что у нас в силах. То, что можем делать в машине, мы делаем. Доставляем пацанов, почти всех доставили пацанов живыми. Чистые простыни, автономное отопление, наличие необходимых препаратов, отлаженный быт. Для передовой условия более чем приемлемые. Тем более, что помимо лечения от болезней и ранений, бойцам предоставляется возможность просто элементарно отдохнуть. Истории причин нахождения здесь у всех как под копирку. Шли на боевое задание, продвигались, нас спалили, если так можно сказать. Спалили, начался обстрел, после обстрела, помню вспышку, все, потом уже рассказы мне говорили, что отключился. Группа эвакуации быстро сработала. Сейчас я тут нахожусь на лечении. Можно сказать, лечение, наблюдение, реабилитация. До мобилизации работавший на себя командир взвода с позывным «Шива» из Нижнекамска вспоминает детали своего ранения как о чем-то обыденном. Шли на выполнение боевой задачи, а тут накрыло, попал в ногу. Сейчас проходим реабилитацию, все нормально. Врачи нормально все делают, свою задачу выполняют. Ждем возвращения обратно. Ангелы-хранители, как здесь еще называют санитаров группы эвакуации, к сожалению, сами не защищены божественной силой этого звания. У нас уж медики, тоже много уже 300-х, которые уже лежат в госпиталях. Здесь уж безвозвратные, без этого уж никак. Оказывают другим людям помощь, они сами тоже становятся ранеными 300-ми. По словам начальника штаба с позывным «Странник», противник пусть и деморализован, тем не менее пытается оказывать отчаянное сопротивление, при этом прибегая к страшным способам удерживания своих позиций военнослужащими. У них сзади стоят заградотряды из числа, фашистско настроенного контингента, бандеровцев, азовцев, которые, это по видеокадрам можно было видеть. При отступлении они открывают огонь по своим же. Это есть фиксированные кадры уничтожения своих же бойцов заградотрядами укрнацистов. Но невзирая на все это, наши парни готовы идти вперед. Каждый отвоеванный метр земли – это уже родина, которую необходимо защищать. Поэтому даже восстановившись после ранения, бойцы стараются возвратиться обратно на неспокойную передовую. Личный состав мотивирован. Есть уверенность, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Ленар Валиулов, Андрей Ключников. 7 дней.